университета сейчас? В жизни вот самое удивительное, что я видел, это подвиг Владимира Зангиева. Привезли к нам и бросили на пол в доме Ирон Хазар. И строго-настрого приказали, чтобы не подходить к нему. Ну, они ушли. Моя бабушка Ануши Давидовна, урожденная на Вахполова, она такая боевая женщина была. Как только немцы вышли, она позвала мою маму, а ей было 28 лет, и сделали ширму, и там поставили кровать, и на кровать его положили. Он не разговаривал. Он был избит? Он не только избит был, он был обгоревший. Лицо было опухшее. Ногами не двигался, руками не двигался. Он только мог лежать на спине. И начали мать и бабушка ухаживать за ним. Он не мог кушать. И мать мед и сливочное масло, сарв, домашнее, смешивала и так вот давала чайной ложкой. А потом она делала одновременно кислое молоко. У нас корова была, кислое молоко, и кислым молоком она тоже кормила его. 2 дня он не разговаривал. Ну, мать и бабушка, и я разговаривали по-стински. Мы знали, что он советский летчик. Больше никто ничего не знал. А потом, в один момент, это было через 2 дня, он вдруг спрашивает по-осетински: «Где я?» И, конечно, и бабушка, я сегодня ее выражение лица помню, говорит: «Ты осетин?» Он говорит: «Да, я осетин из Ордона. Моя фамилия Зангиев, зовут Володей». «А где я нахожусь?» Ну, бабушка говорит: «Ты находишься в доме Басаевых». Володя говорит: «Здесь, говорит, есть старики поблизости?» Говорит: «Есть. Уговори их, чтобы меня отнесли к окраине, к опушке леса, к окраину села, а там, говорит, я доползу до наших. Я, говорит, знаю, где наши». Ну, как, когда кругом немцы, румыны. И, конечно, это было невозможно. У него руки не работали, по-моему, сломанные были. Но обгоревший был он страшный. И в один день он говорит: «Ничего, говорит, я еще полетаю, я им покажу». Бабушка говорит, это ребенок, наверное, с ума сошел. Как он может летать, когда он полумертвый? А мать говорит: а вера, говорит, это великая сила. Он верит, он и будет летать. В один день пришли два офицера немецких в черной форме и один такой простой форме. Но этого человека в селе все знали. Он был осетином. Это он во время революции с отцом-полковником ушел, значит, в Германию. Там он поступил в немецкую армию, дослужил до капитана. Когда они увидели, что он лежит на кровати, они это сорвали, вот это занавес, ширму, и его выбросили на пол. Не просто, а выбросили. И вот этот осетин ему на остинском языке говорит: «Послушай, скажи, откуда ты вылетел, где ваш аэродром?» Ну, разговор же шел на остинском языке, я все понимал, потому что мне было уже 6-й год. Володя говорит: «Даже не питайтесь, я вам не скажу, где находится наш аэродром».
Тот ему говорит, Пастинский, ну мы, говорит, осетины,